Крестьянско-фермерское хозяйство Александра Чаркова по заготовке дикороса в одной из самых крупных в Приволжье. В урожайные годы в здешних холодильных камерах бывает до 100 тонн грибов и ягод. Наше лесное богатство идет прямиком в Москву, Петербург, а белые грибы даже за границу, в основном Литву. Сегодня в планах предпринимателя из Лоймы расширение производства и модернизация оборудования. Чистить ягоды, чтобы продавать уже продукцию уже чищенную, а не с мусором. Вот, расширяться. Дальше хотел бы построить еще сушилку промышленную для сушки более качественной ягод и грибов. И поставить грибоварню хорошую, чтобы больше заготавливать объем грибов и ягод. Потому что грибной период идет маленький, там буквально выход гриба идет 10 дней. А вот за эти 10 дней, чем больше заготовите, тем больше заготовлено успеть гриб переработать. На все про все необходимо около 20 миллионов рублей. Собственных средств, сетует фермер, хватит только на сушилку и благоустройство территории. Где взять недостающую сумму, пока не знает. На кредит в банке рассчитывать не приходится, пока профильных программ нет. Остается участвовать в грантовых конкурсах. Во всяком случае, до сих пор Александру Чаркову удавалось обновляться именно благодаря грантам. Спикер Госсовета предложила обратиться в региональный центр поддержки предпринимателей. Вы там можете получить и методическую, и организационную поддержку, и в том числе и финансовую. Шондой называется. Вам обязательно нужно туда приехать. Надежда Дорофеева напомнила, ситуация с грибами и ягодами сегодня остается в непонятном правовом поле. По лесному кодексу, если человек хочет продать собранные дикоросы, он должен арендовать участок леса на 10 лет. Парламентарии с этим категорически не согласны. Поэтому в Госдуме сегодня готовится соответствующий законопроект. Что касается положительных моментов, с апреля у любителей тихой охоты появились дополнительные возможности для заработка. Сейчас Государственная Дума приняла закон о валежнике. То есть сейчас разрешено собирать сухостой, валежник, поваленные деревья, кору и так далее. То есть это две задачи. Это и решение социального вопроса, это и решение экологического вопроса. То есть тем самым очищается лес. О проблемах малого бизнеса говорили и в Спаспорубском потребительском обществе. Предприятие, созданное еще в 1930 году, обслуживает порядка 2000 человек в 3 населенных пунктах. Основные направления работы – заготовка дикоросов, реализация излишков с личных подсобных хозяйств, организация общественного питания, выпечка хлеба. Местный хлебозавод в сутки может выпускать до 3 тонн продукции, но недавно появились проблемы со сбытом. Сейчас мы перешли на кондитерку больше. Хлеба-то совсем люди, мы очень мало печем. 300 буханок, 400 буханок общих в общем, да. А зато печем мы больше кондитерки, тех же печенюшек, тех же сухарей, пряники, колыба. Сейчас хлебозаводу приходится работать исключительно по заявкам, вручает заказами и республиканская сеть МАТА. Надежда Дорофеева предлагает найти постоянных заказчиков, детские сады и школы, а еще задуматься о создании авторской продукции. Впрочем, куда больше хлопот пекарям доставляет топливный вопрос. С 1 марта местная заправка закрылась. Пополнить запасы бензина теперь можно только в других населенных пунктах – Обячево, Куратово или даже Кировской области, а это десятки километров. Например, едем с Сыктывкара, везем товар, или с Кирова. Мы должны запастись соляркой, заправить должен полный бак, чтобы приехать сюда, перелить из бака в другую машину, потому что с товаром вместе мы не можем возить солярку. Между тем, собственник автозаправки выставил ее на продажу. Руководство района предложило потребительскому обществу выкупить ее, но цена 3,5 миллиона рублей для организации неподъемная, даже если часть затрат компенсирует муниципалитет. Поэтому власти муниципалитета уже обратились за помощью к нефтяникам и профильное министерство. Обратились мы тоже в Минпром нашей республики Коми. Николай Николаевич взял эту проблему себе на контроль. И если не будет решена проблема по приобретению этой заправочной станции, то какой-то передвижной комплекс на колесах, который будет заправляться, он все-таки будет здесь установлен. Но пока это вопрос в проработке.
Надежда Дорофеева заверила, Госсовет проблему возьмет на контроль, ведь вопрос необходимо решать как можно быстрее, чтобы не останавливать развитие хлебозавода. Последние годы он постоянно расширяет ассортимент продукции, обновляет оборудование. Пару лет назад пекари приобрели фургон, а в прошлом году текстомесильную машину и электрическую печь. В этом году модернизацию намерены продолжить уже в рамках народного бюджета. Елена Кононова, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган, Прилузский район.